Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. По традиции расскажем о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. Глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун посетил село Псырцха и Новый Афон и поговорил с жителями. В селе Лыхны Гудаутского района готовятся к запуску нового завода по производству пива, безалкогольных напитков и питьевой воды «Кристалл». 9 июля 1993 года стал одним из ключевых дней июльской наступательной операции в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В этот день абхазские вооруженные формирования освободили стратегически важные село Шрома и высоты Цугуровку и Ахбюк. В свою очередь, активные действия на Восточном фронте облегчили участь города Ткварчал, который враг уже не мог обстреливать. Успех в этом направлении позволил развить наступление на Сухумском направлении и продвинуться к шоссе, ведущим к столице. Тем временем дальнейшее наступление абхазской армии на северо-западную часть Сухума пришлось приостановить. По инициативе России было подписано трехстороннее Сочинское соглашение, предусматривающее вывод грузинских войск из Абхазии. Однако Грузия проигнорировала данное соглашение. Министр иностранных дел Олег Барциц встретился с почетным консулом Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адиком Аршба. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанными с текущей деятельностью консула. Намечены дальнейшие направления совместной работы. Особое внимание было уделено вопросу защиты прав гражданина Абхазии Ираклия Бженава, задержанного и содержащегося под стражей в России. Аршба сообщил, что находится в постоянном контакте с адвокатами и членами семьи Ираклия Бженава. Кроме того, по запросу МИД Республики Абхазия российская сторона удовлетворила обращение о предоставлении консульского доступа к гражданину Бженава. В настоящее время согласовывается дата его посещения. Олег Барциц дал соответствующие поручения по продолжению работы, направленной на обеспечение необходимой защиты законных прав и интересов Ираклия Бженава. Сергей Назаров посетил Гулрыбшский район с рабочим визитом в рамках выездных мероприятий по реализации программы инвестиционного льготного кредитования. Замминистра экономразвития России рассмотрел реализуемые и перспективные инвестпроекты, в том числе проект «Галактика», предусматривающий строительство туристического комплекса с коттеджами в космической тематике, сообщила пресс-служба администрации района. Участники также обсудили перспективы реализации проектов, их значение для социально-экономического развития района и меры господдержки в рамках программы инвестиционного льготного кредитования. Глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун посетил село Псырцха и Новый Афон, поговорил с жителями о насущных проблемах. В центре внимания вопросы инфраструктуры, ЖКХ, водоснабжения. Репортаж Лауры Капш. Свою рабочую поездку глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун начал с села Псырцха. Численность населения около 1350 человек. На сегодняшний день здесь остро стоит вопрос нехватки воды. Также устарели водопроводные трубы, которые были установлены еще в 60-х годах прошлого века. Частичные замены мы где-то проводим, но таких финансов, естественно, мы не имеем, чтобы заменить весь водопровод. Это самая первая большая проблема, которая у нас есть. У нас вся вода родниковая. И она идет самотеком во все дома. У нас накопительный бассейн один и баки. Но проблема в том, что в засуху половина из этих родников, даже большая часть, они пересыхают. И вот мы пользуемся там двумя-тремя, которые остаются. Мы проводили изыскательские работы. Есть место, где можно пробурить. Вот сейчас с Семеновичем поговорили. Будем на это как-то рассчитывать, что получится у нас что-то. Второй вопрос, который беспокоит жителей села Псырцха, это отсутствие мусоровоза. Мусорные баки наполняются очень быстро, а мусор вывозится в день один раз. Мы не можем мусор убрать. У нас нету техники для мусора. Нету, физически ее не существует, нету. Мусоровоза нету. Платим, вот Дима не даст соврать, платим бешеные деньги афонской администрации, чтобы они собирали. Но
Пока еще нет такого сильного курортного сезона. Но прошлый год, позапрошлый год, когда были курортные сезоны сильные, даже афонцы, при том, что им давали там и дизель и так далее, они не успевали. У нас горы мусора лежат. На встрече с главой администрации жители села Псырцха подняли важные и волнующие их вопросы, в том числе вопрос установки искусственной дорожной неровности при въезде в село. Проблемы в весенний период – это пахота, отсутствие техники, и здесь рельеф не позволяет пользоваться трактором «Беларусь». Здесь нужна гусеничная техника, которая необходима сельчанам. Будем рассматривать вопрос обеспечения техникой. Что касается водовода, проблема она существует. Здесь скважин нет головного резервуара. При этом прибрежная часть она развивается в сторону курортного строительства, объектов новых. И поэтому надо думать, не откладывая, над решением этого вопроса. И рассмотрели еще ряд других вопросов. Я думаю, мы поняли и друг друга, и взаимопонимание с населением села, и между администрацией она присутствует. Астамур Аргун также провел встречу с жителями Нового Афона. Инфраструктура, ЖКХ, здравоохранение, бесхозный скот на улицах, водоснабжение. Были затронуты много насущных и злободневных тем. Но одной из самых острых проблем на сегодняшний день в Гудаутском районе, в том числе в Афоне, остается устаревшая канализация и отсутствие полноценных очистных сооружений. Стоки нередко попадают в окружающую среду и в море. Это вызывает риск развития кишечных вирусных инфекций. По словам Тимура Оторба, в Афоне идет поэтапная установка КНС. Основную часть работ последние даже года проводимых и проведенных в отношении водоснабжения, канализационной системы, это все было проведено за счет средств инвестиционной программы социально-экономического развития Российской Федерации и Абхазии. Первым этапом была проведена укладка порядка 15 километров труб водоснабжения. Это 2020-2022 года. В этот же период проводилось устройство также канализационных труб, тоже порядка 15-16 километров. Вторым этапом проведены работы высокого давления, укладка труб, тоже канализационной системы. Третьим этапом проведена работа и до сих пор проводится это устройство КНС по городу. В смысле, тут решаемые вопросы однодневные не существуют, и они, естественно, упираются в немаленькие средства, к сожалению, не обладающими ни мы, ни район, и порой зачастую наша республика в целом. Дальнейшее развитие идет и города, и района в целом. В будущем мы тоже должны предусмотреть, насколько мы готовы к тому, чтобы новые строения возводить. Проблему надо выносить на республиканский уровень. Мы должны обобщить информацию с каждой точки нашего района для того, чтобы в будущем ждать помощи от республиканского бюджета. Стоит отметить, что в Гудаутском районе нет мусорного полигона, и весь мусор приходится вывозить на Гагарский полигон. Мусорный полигон в Гудаутском районе был, но он располагался на берегу моря, примыкая к пляжу. В связи с этим полигон был закрыт. Мы вынуждены вывозить в Гагарский район, полигон пока принимает, но там тоже он не безразмерный. Проблемы в ближайшее время могут возникнуть. А в дальнейшем в плане работы на республиканском уровне и санэпидстанция, и администрация, она ставит, и при любой встрече с руководством страны эти вопросы обсуждаются. На улице братьев Лазба, которая относится к селу Анхуа, больше 30 домов, и жители здесь совсем без питьевой воды. Пару лет назад, когда государство выделило небольшое количество труб, нам с бассейна провели воду, но потом отрезали, сказали, что городу не хватает воды, бассейн очень быстро иссякает. Но мы живем без воды, понимаете? Это речная вода, которая... Там больше 30 домов.
у нас есть дети, воду питьевую мы покупаем. Начальник пожарной части Нового Афона Сат Бягарбы обратился к главе Гудауты с просьбой помочь найти новое здание для службы, поскольку пожарная часть расположена вблизи водопада, и когда большое скопление людей и машин, пожарным тяжело выехать на вызов. Глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун также посетил Новоафонскую городскую больницу. Необходимость ремонта больницы – это важная социальная проблема, которая находится в центре внимания местных властей и профильных ведомств. Лаура Капш, Адам Ирджиня, Абхазское телевидение. Аэропорт Сухум имени Ардзенба принял первый рейс из Оренбурга. Запуск нового направления расширяет географию полетной программы Сухумского аэропорта и открывает для пассажиров прямое беспересадочное сообщение с Оренбургом, одним из крупнейших промышленных и культурных центров Южного Урала. Рейсы между Сухумом и Оренбургом выполняет авиакомпания «Руслайн». Полеты осуществляются один раз в неделю до 3 сентября на самолетах «Бомбардир» вместимостью в 50 мест. Время в пути составляет 2 часа 55 минут. В селе Лыхны Гудаутского района готовятся к запуску нового завода по производству пива, безалкогольных напитков и питьевой воды «Кристалл». Инвестиционный проект реализован на базе бывшей чайной фабрики при финансовой поддержке Российского банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования. В рамках подготовки к запуску на предприятии провели масштабную реконструкцию. Полностью отремонтировали производственные корпуса, установили современные очистные сооружения и оснастили цеха высокотехнологичным российским оборудованием. Ассортимент предприятия будет включать пиво, лимонады, холодный чай и воду. 8-й Гранд Опера Гала пройдет с 13 по 20 июля. Грандиозная программа фестиваля в этом году представит 3 выдающихся музыкальных события. Зрителей ждет великое произведение Йоганнеса Брамса «Немецкий реквием», одна из самых любимых и исполняемых опер в мире «Кармен», а также торжественный заключительный гала-концерт, посвященный неаполитанским и испанским песням. Это уникальное и неповторимое событие объединит на одной сцене симфонический оркестр, 2 больших хора и потрясающих солистов. Реквием и Карменс исполняются впервые в Абхазии. Приглашаем вас стать частью фестиваля Гранд Опера Гала и насладиться шедеврами мировой музыкальной культуры. Художественный руководитель фестиваля Саид Габечия. А с 23 по 25 августа Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба станет площадкой для знаменательного культурного события. На его сцене выступят артисты Осетинского театра имени Тхапсаева. В рамках этого уникального обмена, демонстрирующего братские узы и тесную связь между осетинскими и абхазскими народами, будут представлены драма Газдановой, Демон Лермонтова и спектакль Отелло. Напомним, что в феврале текущего года Абхазский театр с успехом представил 3 своих спектакля «Дом Бернарды Альбы», «Азду» и «Голый король» осетинскому зрителю. Билеты на постановки Осетинского театра имени Тхапсаева уже в продаже в кассе Абхазского театра. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 10 июля, в Абхазии жаркая погода. Поздним вечером возможна гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.